на берег прудов. Выходила, песню заводила, под земного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила. Мы продолжаем онлайн-проект «История в экспонатах». Сегодня мы расскажем вам о героях Советского Союза Акмолинской области и о ценных экспонатах. 20 век насыщен событиями, которые нашли отражение в истории Акмолинской области. В этом году наша страна отмечает 75-летний юбилей Великой Победы. В 1941 году, 22 июня, всем объявили – началась война. 1418 дней с черной минуты нападения фашистских войск до победы длилась священная битва народа. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 1 миллион 200 тысяч казахстанцев, из них 63 тысячи акмолинцев. Более 50 солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза. Из них 71 человек – наши земляки, уроженцы Акмолинской области. Кабдуш Аяганов, пулеметчик 314-й стрелковой дивизии. 7 раз был ранен в бою и после госпиталя возвращался на фронт. Отважный боец, был награжден орденом Красного Знамени, медалью за отвагу. В экспозиции нашего музея представлены личные вещи Кабдоша Аяганова, которые он передал музею самостоятельно в 1965 году во время празднования 20-летнего юбилея Победы. Среди них курительная трубка, которую ему на передовой подарил советский солдат в день его рождения. Кошелек-махорница прошел с ним всю войну. В нашей экспозиции представлена личная вещь Героя Советского Союза Амигова Ивана Федоровича. Уже в конце марта 1945 года он был старшим летчиком 828-го штурмового авиационного полка. На его счету было 123 боевых вылета в места скопления боевой техники и живой вражеской силы. Шлемофон летчика имеет 2 телефона в области ушных раковин и 2 ларингофона, малочувствительных к внешним акустическим шумам, которые расположены на отходящем от шлемофона проводе. Сам шлемофон предназначен для переговорной внутренней или внешней связи в условиях повышенного шума, например, в самолетах или танках. Шлемофон покрыт черной мягкой кожей, внутри коричневый мех. В районе ушей внутреннее покрытие из мягкой белой кожи. Поверху шлема идет полоса из мягкой резины. Победа досталась нам дорогой ценой. На полях сражения осталось 30 914 казахстанских солдат. Более 15 тысяч погибло, более 12 тысяч без вести пропали. Это поколение останется примером патриотизма, мужества и героизма на века. Дорогие друзья, следите за нашими публикациями, и мы обязательно найдем, чем вас удивить в следующем выпуске.